Каждый человек хочет жить интересной и полноценной жизнью, найти свое место в социуме, реализоваться в профессии, так или иначе участвовать в общественной, семейной, бытовой и досуговой формах жизнедеятельности. Но без крепкого здоровья, ясного ума и позитивного отношения к миру успеха в жизни достичь непросто. Поэтому важнейшей предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека и достижения им активного долголетия является здоровый образ жизни. Сегодня мы направились в Канашский межтерриториальный медицинский центр для того, чтобы получить ответы на важнейшие вопросы о теме здоровья. Целью нашей встречи с врачом стало определение опасности ВПЧ-инфекции для человека. Что из себя представляет вирус папилломы человека? Кто является источником возбудителя инфекции? Как проявляются субъективные симптомы ВПЧ? На эти и другие вопросы нам ответила врач-акушер-гинеколог Канашской городской больницы Наталья Николаевна Филиппова. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, что такое вирус папилломы человека и почему он опасен? Вирус папилломы человека – это группа чрезвычайно распространенных генетически разнородных заболеваний, которые поражают чаще всего эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Вирус папилломы человека относится к семейству папилломовирусов, выявляется более 200 типов вируса. Делятся они на 3 группы, в зависимости от уровня онконастороженности. Это низкие, средние и высокого онкогенного риска. Но это не значит, что на месте внедрения вируса низкой онкогенности не может возникнуть рак. Точно так же, как и на месте внедрения вируса высокой онкогенности, рак возникает не всегда. Наша иммунная система очень часто самостоятельно справляется с этим заболеванием. Обычно самоизлечение происходит в пределах где-то от 6 месяцев до 2 лет, но это бывает не всегда. Высокая онкогенность, где наиболее вероятно может возникнуть рак. Наиболее опасно считается, что ВПЧ 16 и 18 типа, на них приходится 80% заболевания раком шейки матки. 16 тип он вызывает чаще всего плоскоклеточный рак, а 18 тип вызывает аденокарциному, то есть поражает железистый эпителий. Рак шейки матки, доказано, что у женщин, не инфицированных вирусом папилломы человека, рак практически не возникает. То есть вирус папилломы человека является основой для развития онкозаболеваний у человека. Насколько часто люди заражаются вирусом папилломы человека? Считается, что в мире заражено до 80% населения земного шара, но клинические проявления встречаются где-то у 10% только из числа зараженных. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, как избежать заражения ВПЧ? Как избежать заражения ВПЧ? Это сложный вопрос. Это все зависит от способа передачи инфекции. Существует 3 основных способа передачи инфекции. Это первый – это половой путь. Второй путь – вертикальный, то есть ребенок заражается от больной матери при рождении. Заражение может произойти и внутриутробно. И третий путь – это бытовой, который наиболее редко встречающийся. Основной путь передачи практически в 90% случаев – это половой путь передачи. То есть, если человек имеет половые контакты с человеком, зараженным вирусом папилломы человека, практически 90% заражается. Притом презерватив не является стопроцентной гарантией, средством защиты от заражения вирусом папилломы человека. Клинически он проявляется у 10% зараженных. То есть бывает субклиническая стадия и клинически выраженная стадия. И бывает еще латентная стадия. Причем латентная стадия у женщин она может длиться до 3 месяцев, у мужчин до 11 месяцев. То есть к чему я клоню? Вирус папилломы человека болеет как мужское население, так и женское население. То есть у женщин это проявляется более часто в виде клинических форм, в виде появления бородавок. У мужчин клинически это может не проявляться никак. Как может проявляться заболевание вирусом папилломы человека? То есть появляются различные высыпания на коже, на слизистых оболочках в виде различных папиллом, бородавок, которые могут быть на тонкой ножке, на широком основании, могут занимать
быть размером где-то от 1 мм и занимать площадь до нескольких сантиметров. Кроме того, очень часто женщины жалуются то, что бывает зуд, какие-то парестезии, какие-то расстройства чувствительности, дизурические явления. Появляются болезненные трещины, которые очень часто кровят при контакте. Еще, вирус папилломы человека – это единственный вирус, который не проникает в кровь, то есть он не вызывает общую воспалительную реакцию. Все его проявления – это местные, на месте внедрения. Как вылечиться от ВПЧ? Вылечиться от ВПЧ нельзя. К сожалению, вирусоносительство очень часто сохраняется пожизненно, и которое сопровождается периодами рецидивов и периодами ремиссии. Диагностика сводится прежде всего к выявлению самого вируса ДНК вируса папилломы человека, своевременное обнаружение и лечение предраковых изменений, которые вызывает вирус папилломы человека, своевременное лечение онкологических заболеваний и решение целесообразности вакцинации. Но на первом месте при диагностике это прежде всего визуальный осмотр. Иногда визуально смотрим, сразу видно, что здесь будет ВПЧ. Наша задача остается только дифференцировать, к какому типу вирус папилломы человека относится. В этом очень хорошо помогает сейчас широко распространенная ПЦР-реакция, где выявляется именно тип вируса, его количество в организме человека. На втором месте стоит прежде всего еще это мазок по Папа Николау, или так называемый мазок на онкоцитологию, который тоже помогает диагностировать предраковые изменения на шейке женщины и еще помогает диагностировать инфицирование вирусом папилломы человека, потому что очень часто цитологи уже в заключении нам дают, что исключить ВПЧ инфицирование. То есть они видят изменения в клетках, характерные для поражения вирусом папилломы человека. Помогает кольпоскопия, когда мы просто-напросто шейку смотрим в микроскоп и тоже видим изменения, характерные для поражения вирусом папилломы человека. И обязательно нужно лечить сопутствующие заболевания. Очень часто вирус папилломы человека сочетается с другими инфекциями, которые нужно лечить обязательно. Без лечения этих инфекций вирус папилломы человека не поддается лечению. Наша задача прежде всего достигнуть той стадии, чтобы она была в глубокой ремиссии. Раньше такого не было. Может быть, диагностировать мы стали лучше, как говорят цитологи, научились у нас диагностировать. А может быть, и пораженность, и иммунная система наша полетела. И вследствие этого начались изменения. То есть самое главное здесь уравновешенность между иммунной системой и вирусом папилломы человека, чтобы иммунная система сама могла подавить этот вирус в твоем организме, не дала ему развиться. Наталья Николаевна, а кому нужно сдавать анализы на выявление вируса ВПЧ? Вирус папилломы человека может сдавать любой человек, независимо от возраста, по его желанию. В нашей женской консультации мы совершенно свободно берем мазки на вирус папилломы человека, 16-18 тип, на который на эти два типа приходится почти 70% заболеваний раком шейки матки. Поэтому ПЦР-диагностика на эти два типа делается совершенно бесплатно в рамках программы ОМС в условиях нашего онкодиспансера. Мы просто забираем мазки, отправляем туда, и результат уже они нам возвращают с результатом. То же самое же мазки на онкоцитологию, которые мы рекомендуем сдавать ежегодно. Обычно это как происходит? В женскую консультацию приходит женщина, она обращается к нам первично в этом году. Значит, если нет никаких противопоказаний, мазок на онкоцитологию мы забираем сразу же. И уже потом, в зависимости от его результата, женщина работаем дальше. Если там пришли изменения, женщина приглашается на прием. Если изменений нет, естественно, женщина не приглашается, в следующем году она приходит, опять забираем мазок на онкоцитологию. Но по программе диспансеризации мазок на онкоцитологию мы должны забирать 1 раз в 3 года. Но мы забираем чаще. Диспансеризация, к сожалению, устроена так, что раз в 3 года там попадает под программу диспансеризации и забирается этот мазочек. В принципе, задача женщины к нам попасть на прием. Все остальное мы сделаем.
То есть получается, что вирус ВПЧ и рак шейки матки, они между собой тесно Практически взаимосвязаны. на 100%. Доказано, что у женщин, не инфицированной ВПЧ инфекцией, очень редко развивается, практически не развивается рак шейки матки. Если есть ВПЧ инфицирование, обычно вот 16-18 тип, большая вероятность, что может развиться онкопроцесс. Это мировые исследования, то есть это все в научной литературе, все это широко пишется и говорится об этом. Это инфекция, вот, которая вот она есть у всех, практически у всех. Но есть типы, например, 6-11, которые поражают только кожу, вызывают бородавки. А вот есть, которые именно опасны для женских половых органов. Это 16-18 тип, 31 тип. Лечение это прежде всего это деструктивные методы, то есть мы должны удалить вот эти вот бородавки, которые мы видим, и иммуномодулирующая терапия. Но деструктивные методы – это химические методы, это используются препараты трихлоруксусной кислоты, когда мы, грубо говоря, просто прижигаем вот эти бородавки. Физические методы – это хирургическое удаление, когда иссякается скальпелем. Сейчас у нас очень широко распространена радиоволновая терапия, которая есть в нашей женской консультации, мы тоже широко используем ее. Электрокоагуляция и криодеструкция. Лазеротерапия. Но лазеротерапии у нас, к сожалению, нету. Мы ею не пользуемся. Криодеструктор тоже есть в женской консультации у нас. После деструкции, как мы удалили вот эту бородавку, нужно обязательно провести иммуномодулирующую терапию для того, чтобы помочь своему иммунитету справиться с этой инфекцией. Все это делается по назначению врача. Самолечением заниматься нельзя. Исходя из сказанного Натальей Николаевной, итоги беседы таковы. Заражение вирусом папилломы человека увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Особенно рискуют женщины. Доказано, что 99% случаев заболевания рака шейки матки связаны с заражением ВПЧ. Профилактика. Как я уже сказала, в 90% случаев здоровая иммунная система у нас справляется с этой инфекцией самостоятельно в течение периода от полугода до 2 лет. Но если иммунная система не справляется, значит начинаются какие-то изменения. Поэтому профилактика – это прежде всего здоровый образ жизни, исключить влияние всех вредных факторов – это курение, употребление алкоголя, дозированная физическая нагрузка и избежать беспорядочных половых связей. Потому что доказано, когда человек имеет несколько половых партнеров, и управлять этой инфекцией очень сложно, потому что инфицируются сразу несколькими типами. И прежде всего, хоть презерватив и не является стопроцентной гарантией от защиты от этой инфекции, но все-таки его нужно использовать. 90% гарантии все-таки дают при правильном использовании презерватива. Наталья Николаевна, я хотела, чтобы вы дали нашим телезрителям рекомендации, как всего этого избежать, что нужно делать. Существует такой метод, как вакцинация. К сожалению, вакцинация у нас не входит в календарь национальных прививок. За исключением некоторых регионов, где все-таки руководство региона искало средства для того, чтобы все-таки вакцинировать своих детей. Причем вакцинируются как мальчики, так и девочки. Наиболее благоприятный период для вакцинации – это возраст с 9 до 13 лет включительно. На территории России зарегистрировано 2 вакцины. Это Гардасил, она 4-валентная, которая защищает от заражения 16, 18, 6 и 11 типом. И Цервиракс. Это 2-валентная вакцина, которая предотвращает заражение в 16 и 18 типом. Если проводить вакцинацию ребенку в возрасте 9-13 лет, то достаточно 2 инъекций с разницей 6 месяцев. В возрасте старше 14 лет уже нужно 3 инъекции с разницей после первой вакцинации в 2 и 6 месяцев. Как я уже сказала, вакцинировать надо как девочек, так и мальчиков. К сожалению, у нас это происходит в основном за счет средств родителей.
Если родители хотят вакцинировать своих детей, то в Чебоксарах в платных клиниках эта вакцинация делается. Правда, вот сейчас последний раз, когда на конференции мы были в Чебоксарах, вот по ВПЧ инфекции в январе, нам обещали, что в 2024 году у нас будет своя российская вакцина, и что она уже войдет в календарь прививок. Ну, будем надеяться, через год, что будет, покажет время. Все зависит от того, что вакцина дорогая. Вакцина дорогая, и если будет у нас своя, значит она будет дешевле, и ее можно будет уже ввести в календарь прививок. Наталья Николаевна, большое вам спасибо за то, что проинформировали всех нас о том, как нужно это предотвратить, как необходимо это предотвратить и как нужно с этим бороться правильно. Большое вам спасибо. Спасибо. Лучший способ предотвратить заражение ВПЧ – вакцинация в возрасте 11-12 лет. Женщинам имеет смысл вакцинироваться до 45 лет, даже в том случае, если у них уже есть вирус папилломы человека. Лекарства от ВПЧ, к сожалению, нет. Однако, если женщины с ВПЧ в возрасте от 21 года до 65 лет будут регулярно обследоваться, можно вовремя выявить и вылечить рак шейки матки. Людмила Матвеева, Галина Семенова. Бюджетное учреждение Чувашской Республики, Канашский межтерриториальный медицинский центр, Министерство здравоохранения Чувашской Республики.